Тем временем в столице Коми проверяют состояние пожарных водоемов и гидрантов. Как выяснил Виктор Прокушев, в разных районах Сыктывкара картина сильно отличается. Это пожарный гидрант. Таких в местечке Коч-Панчит 7 штук, расположены через каждые 400 метров. Но пока они еще не все приведены в соответствие. Не хватает конусов и специальных указателей. Госпожнадзор еще в конце прошлого года потребовал от сыктывкарских властей увеличить количество пожарных гидрантов в новом микрорайоне Коч-Панчит. Он сейчас активно застраивается. 200 метров, один гидрант обслуживает зону в 200 метров. Да, удаленность. Наибольшая удаленность 200 метров. Ревизоры отмечают, на сегодня гидрантов в местечке Коч-Панчит хватает. Технические характеристики тоже в порядке. Каждый такой агрегат подает 15 литров воды в секунду. Недостатки только во внешнем виде сооружений. Совсем другая картина в поселке Лесозавод. Случись беда, по этому знаку пожарный расчет сразу определит, что в 30 метрах находится пожарный водоем. Для беспрепятственного проезда машин подъезд к пожарному гидранту посыпают щебенкой. Но дальше пожарных ждет сюрприз. Дети используют пожарный водоем как песочницу. Прямо на люке для забора воды они построили штабик. Да и взрослые используют это место как стоянку для своих автомобилей. Вот машина стоит прямо возле люка. В случае пожара это будет большой помехой для спасателей. У нас есть обслуживающая организация, которая за деньги администрация осуществляет ежедневное обслуживание этих водоемов. Это очень о многом говорит. Инспекторы записывают номер припаркованной машины. С ее владельцем им еще предстоит встретиться. Но что делать с детьми, которые здесь играют? Детской площадки нету, видимо. Ну, такие есть. Песок, детей, для детей негде играться, кроме этого места. Таких мест в столице немало, утверждают проверяющие. Ну, на сегодняшний день у нас на территории города Сыктывкара зарегистрировано около 1700 пожарных водоисточников. Туда входят и пожарные гидранты, и пожароводоемы. На сегодняшний день находится около 290 неисправных водоисточников. У нас есть также проблемы и с безводными районами, то есть где-то недостаточно. Но проверяем, выявляем, выписываем предписания собственникам и муниципалитету. Стоимость одного водоема примерно 1,5 миллиона рублей. Сумма довольно большая, но городу придется взять на себя такие расходы, чтобы в нужный момент спасатели смогли прийти на помощь. Виктор Прокушев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.